КФХ Кадзоев Исрапил Исаевич занимаются в основном разведением крупного и мелкорогатого скота, птицы, а также растениеводством и производством молока и мяса. На данный момент поголовье мелкорогатого скота насчитывает в хозяйстве около 700 овец, из них 150 ягнят. В КФХ побывал глава республики. По словам фермера, продукцию не приходится вывозить на рынок. Молоко и мясо забирают прямо с фермы, в том числе и в другие регионы. Объем реализации мяса 8 тонн в год. Будем помогать тем, кто в действительности, не только там бумаги, пяхта с голуби, справки с голуби, с хартску 29, дал халашка. Значит, если вот реальные такие есть, значит, надо на это обращать внимание. Надо помогать этим людям. Ты делаешь очень большое дело. Сколько у тебя гектаров? 200 гектаров под пахоту. Тебе хватает на этот объем? Честно говоря, мало. Вот у меня вот критически не хватает пастбищных угодий. Изучите этот вопрос, изучите его перспективы развития, сколько у него будут через год, через 5 лет, если он предполагает. Можно посчитать это все, сколько ему надо гектаров. Сдавать мачаду Только вот я даже ни разу на рынок не выезжал. Только приезжает, забирают? Конечно, сюда приезжают, забирают. Вот Канша, Далакова. А сколько забирали? Сколько было, столько и забрали. Каждый день мне звонят, молоко есть, мясо есть. Барана продать, бычка продать. То есть, если было бы там 2-3 тысячи, неважно. Никаких проблем. И что для тебя нужно? Мне нужно вот немножко вот финансовой помощи. Я хочу перспективы, если дал эту бахты 200 голов, чтобы поставить, постоянно, чтобы стоял 200 голов на корм, да, на мясо. Сегодня 2 бычков зарезал, на их месте от других поставил. Вот отделил дойных под мясо. А у меня вот вся эта орда вот ходит вместе, да, и на самом деле так нельзя делать. У тебя помещения нет? Вот у меня нету ничего, вот это уже ветхая, она валится. Язык ханда халчи, он смотрит, она услуха берцинах. В целом, если говорить, какая сумма? В целом. Не, вообще вот по хозяйству. По хозяйству, чтобы построить то, что я вот говорю, вот, там 2 тепляка вот для овец и для крупнорогатых по отдельности. И один вот индюшатник вот, на 2000 штук. Я рассчитал, где-то там выходит с рабочей силы чуть-чуть более 6 миллионов. И все. Да, за эти деньги его можно создать себе хоть какие-то за 6 миллионов. Да, вроде небольшие деньги. Руководитель субъекта заявил, что земля должна изыматься у тех, кто не использует ее, и передаваться деятельным людям. Глава поручил региональному Минсельхозу изучить и решить вопросы и проблемы всех КФХ. Реально, Бог бы говорит. Бог бы я говорю, вы ему должны помогать проработать тех условия, проекты, полностью цингулов на душу. И я тоже. Потому что мы должны создать условия. Тогда можем требовать, чтобы он за свет, за налоги и все платил. Все эти фермы, которые, надо посмотреть, сколько им земли надо, сколько там все эти проработки. Вот и еще. В беседе с главой республики Исрапил Кадзоев подчеркнул, что поддержка государства позволит хозяйству осуществить намеченные планы в полном объеме. То, что сегодня вот глава республики оказал нам такое внимание и обещал вот поддержку всему вот агропромышленному комплексу, особенно крестьянско-фермерским хозяйствам, которые на самом деле реально работают и добились реальных результатов. Это для нас, конечно, очень отрадно, и мы очень рады, что такое внимание наконец-то должным образом оказано. Также Махмуд Али Калиматов посетил КФХ Долгиев Муратбек Ахметович в сельском поселении Далакова, основным приоритетом которого является выращивание овощей, декоративных деревьев, цветов, бахчевых фруктов. Здесь в основном питомник находится. Ну и сады еще, фруктовые сады в основном, для производства соков, повидла, компотов. В питомнике выращиваем туи, вечнозеленые любые растения, в принципе, начиная от ели и кончая можжевельником. По словам владельцев, хозяйство было создано еще во времена СССР. Его площадь составляет 200 гектаров пахотных земель, на которых выращивается примерно 8-12 тонн кукурузы в год. Урожай яблок, слив, вишни и груш доходит до 8 тонн. Из растений преобладают туи и елки. Среди цветов – розы, которые приобретают у фермера скупщики из других регионов. Но помимо растений в хозяйстве есть также 200 голов крупнорогатого скота и 100 голов овец. Работники хозяйства посетовали, что в республике не хватает грамотных специалистов в сфере апокалипсиса.
ВПК, в том числе ветеринаров и агрономов. Нам нужно поднять сельское хозяйство. Я готов помогать. И почему я приезжаю и буду ездить? Не тем, которые там взяли, ни поля нет, ни трактора нет. И кяхташ гулдились фальшивый. Хардетесь? А так фермер вот работает, он там мучается весь сезон, и зимой у него проблемы. А тот просто документы взял, и в раз его список. А ты спроси, сколько у него земли, сколько у него техники, что он собирается делать, есть ли у него удобрения, есть ли у него специалист. Ведь у специалиста технологов нет. Глава региона отметил, что с 2021 года власти республики будут делать упор на эти специализации и направлять молодых людей для обучения на целевые места с условием возвращения в республику.